Это вечерние новости и главные события уходящего дня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Якутия поднялась на 30 позиций в национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России. Сотрудники ГИМС выявили множество нарушений у перевозчиков Алекминского района. А между тем жители Хангаласского района беспокоятся за потерю сакральности своей священной местности. Заместитель мэра Якутска подозревается в получении взятки. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по республике. По данным следствия, замглавы по развитию территории города получил от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся доме в размере почти 1500 квадратных метров на сумму 114 миллионов рублей. Взятка получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве с 13 до 16 этажей. Средства получены заммэра через двух посредников. Владельцем и учредителем предприятия до 2018 года являлся сам подозреваемый до назначения на данную муниципальную должность. 4 лесных пожара зарегистрированы в республике. Предварительная причина возгорания – сухие грозы. Так, в Нерюнгринском районе действуют 2 из них на общей площади почти 6,5 гектаров. Один в Мегино-Кангаласском на почти 1,5 гектара локализован и еще один в Тампонском районе. Его площадь составила чуть более 27 гектаров. В тушении задействованы 14 работников авиационно-парашютной службы, 24 лесной охраны, 5 человек из числа местного населения и 4 единицы техники. К другим темам. Стали известны результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. То есть, насколько комфортные условия созданы для ведения бизнеса в субъекте. В этот раз первое место заняла Москва. Наша республика оказалась на 22-й позиции. И это настоящий прорыв года, ведь в прошлом году Якутия находилась на 52-й строчке. Так быстро и эффективно не улучшал условия для ведения бизнеса ни один другой регион страны. Этого удалось добиться за счет снижения давления на бизнес и открытому диалогу между предпринимателями и правительством. 22 место. Отлично. В прошлом году мы заняли 52 место, сейчас 22. Я считаю, что это очень хорошая динамика. Конечно же, это результат того, что мы провозгласили в отношениях с бизнесом политику полной прозрачности и прямой связи с бизнесом. Я полностью поменял координационный совет. И в принципе его работы по предпринимательству. Сейчас 92% в нем занимают предприниматели. Предприниматели вошли у нас в проектный офис, с которым мы вместе сгенерировали план план продвижения работы, улучшения нашей позиции в инвестиционном рейтинге. Это тоже, на мой взгляд, очень немаловажно. Огромное спасибо ОСИ за то, что поддержали нас. И в августе прошлого года была проведена такая стратегическая сессия, на которой были выработаны основные подходы к работе с малым и средним бизнесом. Спасибо, Василий Сергеевич. Поздравляю с хорошим стартом. И на самом деле вы являетесь не одним из лидеров, а вы являетесь лидером роста. То есть больше вас никто прогресса не совершил в рейтинге 2019 года. Рейды рыбопромысловых участков прошли в 7 районах Якутии. В течение 2 недель ответственные ведомства проверили водоемы Алданского, Амгинского, Татинского, Чурапчинского, Тампонского, Усть-Алданского и Намского районов. Патрульные группы провели более 50 профилактических бесед с гражданами по соблюдению правил рыболовства, охоты, хранения и ношения оружия и патронов к нему. За нарушение правил рыболовства изъято 43 рыболовные сети. Один владелец привлечен к ответственности за нарушение правил хранения оружия, которое он оставил без присмотра. Всего в ходе рейда росгвардейцами изъято 7 единиц охотничьего огнестрельного оружия. Но сотрудники ГИМС проверяют не только рыболовов. В Алекминском районе их внимание в эти дни было устремлено на перевозчиков. Какие нарушения встречаются чаще всего, в материале Елены Фаст. Лето наконец-то вступило в свои права. Солнце припекает все сильнее. На реке то и дело слышен шум лодочных моторов. Судоводителей в районе очень много, как в городе, так и в селах. Для отдаленных наслегов это привычное путешествие. К сожалению, не всегда безопасное. В полномочия ГИМС входит в том числе и патрулирование по рекам района. Данное мероприятие у нас проводится постоянно, ежедневно. Летом работаем
в усиленном режиме, потому что когда жаркая погода, народу много, все купаются, и мы наблюдаем за безопасностью людей на водных объектах. Нарушения разные. Многие до сих пор не учитывают необходимости регистрации транспортного средства. У кого-то нет прав. Очень часто нет в наличии спасательных жилетов. Этот атрибут многие считают лишним. Регистрация без права управления маломерными судами. Ну и бывают такие нарушения, как перегруз по числу пассажиров, вместимости и жилеты. За что мы очень сильно бьемся постоянно, чтобы было обезопасить место населения, которое движется на маломерных судах по нашему району Алекминскому. ГИБДД на дорогах, на реках аналогичные функции у нас кивают сотрудники. И напоминают, самое бесценное – это жизнь. Как у судоводителя, так и его пассажиров. Не стоит отмахиваться от элементарных правил безопасности. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Новая двухлетняя программа магистратуры «Конвергенция» стартовала в этом месяце в Северо-Восточном федеральном университете. По ней будут готовить инженерные кадры в области физического материаловедения, способных работать в международных компаниях. Выпускники смогут разрабатывать новые современные материалы, адаптированные к условиям Севера. Студенты будут изучать цифровой маркетинг, IT-право, интернет-предпринимательство, психологию потребителей и многое другое. Также есть возможность прохождения практики на предприятиях Южной Кореи. Обучение проводится только на английском языке. Документы для зачисления принимаются до 17 июля в Центральной приемной комиссии университета. Нам очень приятно представить вам новую программу, которая направлена на глобализацию и реализацию практикоориентированного обучения. Мы считаем, что это амбициозная программа. Первая наша цель – это подготовка специалистов именно для региона. И второе – это то, что она будет способствовать развитию карьеры выпускников. Тезисы, которые будут готовить магистры в рамках программы, будут касаться реализации собственных проектов. В рамках программы мы попытались реализовать междисциплинарность или конвергенцию. Обучение будет проходить по 3 направлениям. Это экономика, культурная индустрия и физика. Точная копия победного знамени будет передаваться из одного района республики в другой в течение года и вернется обратно в Якутск в день празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сегодня копию знамени Верхневилюйский район передал Нюрбинскому. Знамя пробудет у нюрбинцев в течение 10 дней. Эстафета стартовала 10 мая, и ее цель – развить систему культурно-патриотического воспитания, гражданской ответственности и патриотизма в целом. А против тропы здоровья Кулаты Старая Табага выступила общественность Хангаласского района. Ее обустроили энтузиасты из столицы, но местные считают, что туристы могут нарушить ауру священного места. В ситуации разбиралась Виолетта Засимова. Местность Кулаты известна как сакральное священное место народа Саха. Здесь были найдены стоянки якутских предводителей и проведен самый первый в истории республики Исэх. По легенде, именно в Кулаты жил отец великого Тыгына Муннян Дархан. Эта местность, можно сказать, ценна не только для всей республики, а для всего Российской Федерации, так как это местности находили останки древних якутов, Саха, да? И также там находили останки эпохи неолита. Орудия труда, орудия охоты. А еще здесь произрастают редкие растения и гнездится краснокнижный беркут. Местное население старается лишний раз не наведываться в эти края и почтительно обходит стороной. Каково же было удивление жителей Техтюрского наслега, на территории которого находится местность Кулаты, когда они узнали, что в их священном месте неизвестные соорудили мост через ручей и установили уличный туалет. Как оказалось, объекты были построены группой энтузиастов из Якутска специально к открытию пешего маршрута для любителей скандинавской ходьбы Кулаты Старая Табага. Особо охраняемая природная территория заказник Кулаты. Там в положении указано то, что если ты строишь какой-либо объект, это капитальное, некапитальное, все равно должен согласовываться с руководством района Хангаласского. И с учетом мнения населения села Техтюр. Это было проделано? К сожалению, этого не было. Про обустройство экологической тропы мы узнали от местных жителей, то есть от главы и так далее.
В Техтюрском наследии был срочно созван Совет старейшин. Затем состоялся ряд совещаний с участием организаторов тропы здоровья, главы района и общественности по вопросам пересмотра туристического маршрута и демонтажа уличного туалета и моста. В итоге туалет быстро убрали, мост обязали демонтировать. Часть пешей тропы решили переносить, а саму местность Кулаты постепенно огораживать. Данная ситуация показала, что, объединившись, население Хангаласского улуса способно отстоять свои священные земли. И в то же время это повод задуматься об усилении контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В столице региона продолжается спартакиада трудовых коллективов Якутии. В соревнованиях участвует более 1600 человек по 14 видам спорта. Среди них и наши коллеги. В каких видах они принимают участие, расскажет Анастасия Кобызева. Последние наставления дочери перед игрой и вперед. В соревнованиях среди спортивных семей принимает участие Алексей Соколов, директор телеканала «Якутия-24» со своей супругой и старшей дочерью. Они уже прошли 2 этапа – туризм и турнир по настольному теннису. В таких масштабных соревнованиях чета Соколовых принимают участие впервые. Признаются, предварительными результатами довольны, но расслабляться рано. Завтра соревнования по легкой атлетике. Семья у нас очень спортивная, каждый занимается своим. Да? Я с сыном занимаюсь хоккеем, супруга занимается кроссфитом, дочь занимается в школе баскетболом. Поэтому, ну да, мы спортивные, но так вот, чтобы вместе соорганизовываться на таких спартакиадах, на самом деле это классно. Такие спартакиады для этого и делаются, чтобы семьи могли принимать участие. А в таком амплуа Оксану Устинову, ведущую нашего телеканала, зрители видят впервые. Вместо строгого костюма – спортивная форма. Оксана, как и другие наши коллеги, принимает участие в соревнованиях по волейболу. Признается, что очень волнуется. Еще бы, за звание лучших борются 16 сильнейших команд республики. Каждые 4 года вот такая большая спартакиада проводится. Я попала впервые, я очень волнуюсь и радуюсь одновременно. Но у нас команда очень хорошая, и мы надеемся только на лучшее. Сотрудники нашего телеканала соревнуются в таких видах спорта, как плавание, шахматы, мини-футбол и гиревой спорт. По итогам 4-й спартакиады будет сформирована сборная команда, которая будет отстаивать честь Якутии на спартакиаде трудовых коллективов России. Возможно, что в их числе окажутся и наши коллеги. Анастасия Кобызева, Джолстан Иннокентьев, Якутск. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах новостей.